В одном из прошлых выпусков я вас знакомил с одним внедорожным проектом на базе УАЗа-буханки. Если вы помните, тот тест-драйв не удался ввиду замерзания топлива. Было достаточно сложно поймать ребят и согласованно выехать на тест-драйв. Предварительная встреча состоялась на дамбе, где мы договорились сделать выезд в лес. Наступил тот день тест-драйва, и ребята заехали за мной, привлекая внимание соседей. Привет. О! Комфорт. Привет. Привет. Выйдем. Незамеченным на этом автомобиле проехать просто невозможно, наблюдая на дорожную обстановку с высоты крыши маршрутного пазика. Выдвинулись мы в сторону речки Кенкеме, к охотничьим угодьям, чтобы заодно проверить маршрут для весенней охоты. Действительно, автомобиль представлял собой уже не то, что было на первом тест-драйве. Это уже был серьезный доработанный внедорожный аппарат. Конечно, не хватало прокладки на выхлопной коллектор, без нее шум в кабине УАЗика стоял приличный. Коротко об основных характеристиках этой буханки. Двигатель от автомобиля Nissan Atlas, мосты от Volvo C303 Laplander, колеса диаметром 41 дюйм IROC Super Swamper на 20-дюймовых дисках.
Поездка наша прошла в условиях промерзшей почвы и не было возможности найти настоящую грязь. Тем не менее, возможно, в одном из следующих выпусков мы увидим полные внедорожные возможности данного автомобиля. Это что такое? Поставленные задачи для этого выезда УАЗ выполнил. Довез до места назначения. Были намечены маршруты на весну. На обратной дороге я даже немного поспал. Не сказать, что подвеска у этого автомобиля очень жесткая. Все достаточно комфортно. После первого выпуска было много комментариев по поводу устойчивости автомобиля. Я поинтересовался у хозяина, по его словам, с устойчивостью все в порядке. Нужно также учесть, что только мосты от Лапландера весят около 400 кг. Прибавить к ним колеса. В общем, это все также влияет на центр тяжести автомобиля. Подводя небольшой итог, можно назвать мегабуханку ярким представителем внедорожного движения нашей Северной Республики. И пожелать всем покорителям бездорожья успехов в 2016 году.